Неразгаданные тайны, связанные с исполинами минувших эпох мамонтами, будоражили умы не только ученых, но и простых людей. Например, откуда произошло название «мамонт»? Якуты называли мамонта водяным быком, ибо костные остатки обычно находили у воды на берегах рек и озер. В преданиях якутов также бытует название мамонта «сяли», но почему именно так его назвали? Другая интригующая загадка – откуда, почему и когда на севере появился этот волосатый слон? Почему вымерли мамонты? Выдвигались самые немыслимые версии и гипотезы. Может быть, наши предки имели какое-то представление об этом животном. Вот такие загадки привлекали нашего земляка Петра Алексеевича Лазарева, известного ученого-палеонтолога, доктора биологических наук, основателя и директора музея мамонта, Института прикладной экологии Севера Академии наук Республики Саха-Якутия, заместителя председателя Мамонтового комитета Российской академии наук, заслуженного ветерана Сибирского отделения Российской академии наук, заслуженного деятеля науки республики, лауреата Государственной премии республики в области науки и техники, почетного гражданина Намского улуса. Петр Алексеевич Лазарев родился 18 марта в 1936 году в селе 2-го Хамстахского наслега Намского района Якутской ССР в семье колхозника. Я с Петей Лазаревым учился в 5 классе Намской средней школы в 1 классе. Он был весьма спокойный, очень, можно сказать так, правильный мальчик. Потому что у него братья, насколько я тогда знал, были учителями. Учитель, по-моему, один из его родных братьев работал учителем географии, начальных классов и так далее. Поэтому он из интеллигентной семьи, поэтому был он действительно аккуратный мальчик. И по одежде, и по, скажем, обращению к товарищам, не говоря, что обращение к учителям и так далее. Но тем не менее, он никогда не отказывался играть с нами. Во всяком случае, мы с ними играли в различные подвижные игры, и он всегда участвовал очень активно. Ну, например, лапта. В то время все мы играли в лапту. И, скажем, городки. Это очень, очень хорошая игра, и он обязательно участвовал в таких играх. А еще потом, в 5 классе, еще начали мы играть в волейбол. То есть, даже нас привлекали старшие ребята, скажем, мужчины даже, и привлекали, чтобы мы играли вместе с ними в команду. Так что в этих вопросах Петя действительно был активен. Учился он хорошо. Я бы сказал, даже очень хорошо. Потому что всегда таких учеников, которые в каждой четверти по всем предметам получали отличные и хорошие оценки, то есть на 4 и на 5. Дали возможность ему закончить Намскую среднюю школу серебряной медалью. Но что касается, скажем, каникулярное время, нам обязательно давали задание. Это задание было очень сложное. А какое именно? Еврашки. Вот как раз еврашки, это, как нам объясняли, вредители колхозного труда. Поэтому надо уничтожать этих еврашек как можно больше, потому что одна еврашка, для того, чтобы остался в живых, он должен, оказывается, он съедает 12 килограммов семени. Поэтому был, конечно, как врага колхозов уничтожали еврашек. В 1953 году окончил Намскую среднюю школу с серебряной медалью. В
1959 году географический факультет Московского государственного университета с золотой медалью. С 1959 года более 30 лет проработал в Институте геологии якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР, пройдя все должности от лаборанта до старшего научного сотрудника. Всю свою трудовую и научную деятельность Петр Алексеевич связал с изучением четвертичного периода, четвертичной палеонтологии, стратиграфии и геоморфологии. В начале 60-х XX века в целях планомерного изучения четвертичного периода на территории Якутии в Институте геологии была создана лаборатория четвертичной геологии и геоморфологии. В стенах института было создано новое для республики научное направление по изучению четвертичной палеонтологии. Создан остеологический коллектор, который в настоящее время является одним из крупнейших в Восточной Сибири. Вся его 46-летняя трудовая деятельность посвящена изучению останков древнейших животных, когда-то населявших территорию Якутии, таких как мамонты, бизоны, пещерные львы и другие. Эти уникальные останки мамонтовой фауны находят охотники, рыбаки, туристы и дают информацию о них сотрудникам музея. Петр Алексеевич Лазарев после успешного окончания Московского государственного университета переехал, по распределению тогда, якутский филиал Академии наук СССР тогда. Сейчас ныне Якутский научный центр. От 1959 года он работал буквально до открытия своего детища, создания музея мамонта. Он работал в стенах Якутского института геологии. Сейчас называется Институт геологии алмаза и благородных металлов. Под руководством Петра Алексеевича Лазарева, он уже тогда был кандидатом наук, я начал заниматься изучением кайнозойского отложения, в том числе мамонтовой фауны. Поскольку у нас в университете была кафедра только, курс был палеонтологии, я детально начал крупными млекопитающих ископаемых я начал под руководством непосредственно Петра Алексеевича. Как руководитель и как ученый он был такой исследователь крупный, знал свою методику и объект исследований. И вот мы с ним работали по рекам, река Алтан, знаменитая мамонтовый горский разрез. Также мы с плавом работали по Адыче, по Индигирке работали, ездили даже на Колыме, это у река Большая Чукотча. Вот один из таких впечатляющих, даже мы были на Амолое, это Хаир, и изучали отложение, четвертичное отложение. Как человек, он был такой скромный исследователь, конечно, его знала тогда вся палеонтологическая общественность Советского Союза. Были хорошие связи, научные связи с Алматой, с Казахстаном, с Молдавией, с Украиной и далее зарубежные исследователи тоже переписывались, связывались с Петром Алексеевичем. Он после Русанова он был единственным руководителем по изучению мамонтовой фауны. Также при нем было уже зарубежные поездки и связи. И так, например, в 1988 году японская телекомпания, вещательная компания NHK снимал на территории Союза 13-серийный фильм телевизионный. И из них 2 серии было приурочено на севере нашей Якутии. И с Петром Алексеевичем мы выехали на знаменитое Березовское кладбище на Индигирке и на Чукурдахе, и на северных территориях Якутии. И он досконально все это описывал, давал интервью. Также мы работали на Чукотче, это по раскопке музея, есть у нас скелет музея Аканской мамы.
И вот мы его с Петром Алексеевичем как бы раскопали. Это большая находка. Правда, не полностью скелет, но большинство костных остатков сохранились. И он соорудил из этого скелета, ну, с этих костных остатков скелет, который исполняется в нашем музее. Также он в свое время раскопал в 70-м году, по-моему, в Чурапче полный скелет носорога. И он тоже это руководил сам. Также мы на Быйском районе, на местности Малахтин, мы раскопали мамонтенка. Это почти, ну, сколько, может, 3-4 месяца. Это считался тогда большой крупная находка мамонтенка. Сейчас вот, когда он работал еще в музее мамонта, они уже не только скелеты находили, а уже целые трупы носорога, мамонтенка и других ископаемых мамонтовой фауны. Первые представления о мамонтах большинство жителей Якутии, наверное, получили, увидев скелет трехтягского мамонта, установленного в Якутском музее имени Ярославского. Петр Алексеевич является инициатором и первым директором Всемирного музея мамонтов республики. Идея создания якутской такого музея возникла еще давно, в 40-х годах. Еще академик Павловский, директор Зоологического института, считал необходимым на Вечной мерзлоте создать хранилище-музей, подземное хранилище-музей в мерзлых грунтах. Но эта идея долго не могла осуществиться. Потом, начиная с 1975 года, в решениях заседаний Мамонтового комитета Российской академии неоднократно принималось решение тоже о необходимости создать якутский музей мамонта или палеобиологическую лабораторию, которая бы исследовала остатки мамонтовой фауны. То есть придавалось большое значение находкам, уникальным находкам, которые, значит, были сделаны на территории Якутии в мерзлых грунтах, их значение. И вот, наконец, только в 1991 году, в ноябре, по постановлению Верховного Совета и правительства нашей республики, был создан наш музей под названием Всемирный музей мамонта. Вот, конечно, сразу же возникает вопрос, да, почему всемирный? Вот откуда появляется такой статус Всемирного музея? Да, слово «всемирный», конечно, очень большое слово, и на первый слух, все-таки, конечно, может быть, и режет слух, ухо, как-то необычно, всемирный. Но это название было дано Верховным Советом нашей республики. Поскольку наш музей, вообще любой музей, оценивается значением уникальности своих экспонатов. А у нас экспонаты действительно мирового значения. Поэтому было дано именно такое название. Потом в 1992 году мы стали членами ИКОМ. То есть это организация Международный союз музеев при ЮНЕСКО. То есть это международное, значит, большое, да, учреждение, которое руководит всеми крупными музеями мира. И поэтому получили статус, и этот союз музей при ЮКОМ принял и наше название Всемирный музей мамонта. Это у нас как бы статус международный. С Петром Алексеевичем Лазаревым я знаком очень давно, так как я работал 17 лет в музее Ярославского, в нашем краеведческом музее. По всем вопросам мамонтовой фауны мы, конечно же, приходили в музей мамонта. И брали у него многочисленные консультации. Так как вы знаете, что одним из уникальнейших экспонатов музея Ярославского, нашего краеведческого музея, является терехтягский мамонт, на раскопках которого руководителем отряда был Петр Алексеевич Лазарев. Мы здесь видим, как его поставили в ряд действительно среди выдающихся
исследователей мамонтовой фауны. Да, это на самом деле так, потому что мы сейчас в данное время находимся в музее его имени Петра Алексеевича Лазарева. То есть он навсегда вошел как энтузиаст, как и ученый, тот человек, кто всю жизнь свою посвятил на самом деле мамонтам и изучению мамонтовой фауны. И мы гордимся тем, что мы работаем именно в музее мамонта имени Петра Алексеевича Лазарева. В старину, когда местные жители находили кости каких-то больших животных, бивни, они не предполагали и не знали, к какому животному они принадлежат. Дело в том, что из нынешнего поколения людей никто не видел живого мамонта, ведь они вымерли примерно 10-12 тысяч лет тому назад. Зачастую местные жители находили огромные бивни и огромные кости по берегам рек и озер, там, где шло обрушение, активные эрозионные процессы и активно шло разрушение берегов. И поэтому зародилось поверье, то, что они, возможно, мамонты, обитают под водой. И поэтому, так как они обладали огромными бивнями, люди, местные жители, принимали эти бивни за рога быка, и якутское название, чисто исконное якутское название мамонта – это уога, что в переводе обозначает «водяной бык». В разных местах называют по-разному, безусловно, потому что у нас живет очень много, большое количество малых народов, и поэтому сказать, что слово «сели», которое вот в последнее время обозначают название мамонта, сказать очень сложно. У многих народов, которые населяют территорию нашей республики, его по-разному называют. Даже в разных районах могут называть по-разному. Допустим, в Усянском районе местные жители говорят, что «сели» – это венкийское название, а наши якуты называли его «рок». Вот. И когда речка сильно петляет на севере, то есть она может прийти вот к началу, да, вот так вот меандрирует, и говорят, что это шло стадо ороков и проделывало тропу. И когда шибко река вот так вот извивается, говорят, что стадо мамонтов шло за слепым вожаком. С первых дней организации нового музея Петр Алексеевич Лазарев с присущей ему энергией стал организовывать экспедиции по поиску новых находок мамонтовой фауны, собирать новые экспонаты. Результаты не заставили себя ждать. Практически ежегодно музей мамонта Института прикладной экологии Севера пополнялся новыми ценнейшими палеонтологическими находками. В результате многочисленных экспедиций за эти годы под руководством Петра Алексеевича с участием крупных ученых из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Японии собраны, изучены материалы и изданы крупные научные труды о жизни древних животных – мамонта, шерстистого носорога, лошадей, когда-то населявших территории Якутии, по рекам Лена, Эндигирка, Яна и Колыма. В частности, к числу таких объектов относятся Брилевское кладбище мамонтов, скелетные и трупные останки Шандринского, Абыйского, Лайховского мамонтов, останки трупа Малахчинского бизона, почти полный труп сельриканской лошади, скелет Чурапчинского шерстистого носорога. Петра Алексеевича Лазарева я знаю давно. Он мой близкий друг. Семейный, мы уже более 50 лет семейные друзья Местникова и Лазарева. Встречались и встречаемся до сего времени очень часто, радуемся, проводим праздники, гуляем, выходим на природу,
сидим на берегу Великой Лены. Побываем очень часто в родном районе Пети, в Намском, часто бываем. Бывали раньше в Усалданском районе. Ну, с Петей мы часто бывали в экспедициях вот, по берегам Ледовитого океана, в Алаевском районе, в Булунском районе. Но я, как работая медиком, главным врачом республиканского онкологического диспансера, вместе с ним выезжал, был рабочим, он меня оформлял в своей бригаде как рабочего. Вот. Помогал в раскопках, в отправлении транспортом, самолетами. Много ящиков упаковывали кости, внутренности мамонта. Целый месяц мы работали однажды в Алаяховском районе, в Чакурдахе. Так что я знаю, как добывать кости мамонта и прочее. Ну, Петя, как семьянин, очень был прекрасный человек, любил свою жену Татьяну. Татьяна моя коллега, медицинский работник, своих девочек Лену и Лизу. Он нам всегда помогал словами, советами. Никогда я не помню, чтобы он поднимал голос на кого-то. Всегда обдуманно, дружно, с юмором, весело все объяснял, помогал советами. Петя крупный ученый, всемирно известный, я бы так сказал. Я горжусь, что имел такого друга, товарища, как Петр Алексеевич Лазарев. Петра Алексеевича хорошо знали ученые коллеги из США, Франции, Германии, Японии и других стран, изучающих мамонтовую фауну. Его часто приглашали для участия в работе различных форумов, конгрессов, симпозиумов и конференций. И ученый из далекой Якутии каждый раз успешно выступал с содержательными интересными докладами, сообщениями, отправлял свои тезисы. У Петра Алексеевича Лазарева было много друзей, коллег, ученых, учеников, как в нашей стране, так и за рубежом. Он постоянно им помогал советами, держал с ними связь, оказывал, оставаясь на месте, практическую помощь по своей специальности. Петр Алексеевич – участник международных выставок останков мамонтов во Франции и Японии. Ценнейшие палеонтологические находки позволили уже в 1993-1995 годах организовать передвижную выставку мамонта Сибири в городах Франции и Германии. Ряд экспонатов музея мамонта участвовал также в выставке в Республике Корея. Наиболее знаменательным фактом для нашей республики стало участие юкагирского мамонта в качестве главного экспоната и символа всемирной выставки Экспо-2005 в Японии. Успех этого экспоната был поистине ошеломляющий, его посетило более 7 миллионов человек. Когда приехала японская делегация, они приехали очень рано, где-то осенью уже 2003 года. Я помню такого господина Отто, японец, который сказал, что вот у нас гармония природы, будет выставка называться на Экспо 2005. Когда мы заявили о том, что хотели бы на День России, это в июне, 12 июня День России, но нам дату разрешило, значит, японское правительство на 17 июня. И практически вот 17 июня проводили международный симпозиум. Шутка с моей стороны была такая: Петр Алексеевич, очень бы я хотела, чтобы вы доклад делали хотите на английском, хотите на японском, чтобы как-то все поняли, что у нас все-таки, кроме якутского и русского языков, что-то еще знает. Он сказал, будет сделано. В общем, когда мы с Николаем Алексеевичем Барамыгиным
прилетели сначала в Токио, а потом в Нагое. И там такие люди были в делегации России, которые, ну, министр промышленности, там был Глебанов, руководитель Центральной избирательной комиссии Вишняков. Они все познакомились с нашими учеными, но главное, их претензия была: мы еще раз хотим. Раз мамонт наш, уже не просто якутский мамонт. Когда летели в самолете, говорили якутский мамонт, а тут наш мамонт. На тот момент, по-моему, уже где-то около 4 миллионов человек посетили. И когда мы приехали второй раз, там была огромная очередь. Ну, нас сразу пропустили, сказали, это хозяева. Ну, а японцы же очень такие культурные, вежливые люди. Конечно, хозяев пустили, и мы еще раз проехались по этому эскалатору. Удовольствия было, конечно, очень много. И потом, когда симпозиум начался, я сидела рядом с нашими учеными, там уже был Швыдко, Михаил Ефимович, вы знаете, да? Я просто сидела и радовалась, и гордилась Петром Алексеевичем. На безукоризненном английском он выступал, делал свой доклад, отвечал на вопросы. Ну, то есть уровень наших ученых был очень такой высокий. И когда я увидела ученых, которые приехали из Канады, из Америки, Соединенных Штатов Америки, очень много было из европейских стран. И ну, такое впечатление, что они знают давно друг друга, понятное дело. Там, например, профессор из Мичиганского университета тоже занимается палеонтологией. Он когда увидел Петра Алексеевича, он просто, ну, он тоже такой небольшого роста, худенький такой, но он его увидел, и вот так руки расставил и говорит: мой Петр, такой вот на английском, да, мой Петр, друг, товарищ. Знаете, вот это вот отношение, восхищение, радость от общения, это все говорит о том, что у Петра Алексеевича было очень высокого такого уровня международное признание. Петр Алексеевич был очень скромным человеком. Среди друзей и коллег пользовался непререкаемым авторитетом. Был замечательным семьянином, горячо любил свою жену Татьяну Ивановну, с которой в течение 44 лет прожил в любви и согласии. Семья его поистине творческая. Петр Алексеевич, мой Петро, был очень хозяйственный, очень домашний, очень любил семью, своих детей, девочек. Мы дали им то, что мы умеем. Например, я сама медик, фельдшер. А Петр Алексеевич очень любил бальные танцы. Когда в Москве учился, он занимался бальным танцем, по бальным. И приехали, когда он начали жить, ему очень хотел танцевать. И он подумал, что маленькую дочь Лизу надо привить танцам. Он очень был занят человек по работе. Все, как начиная с мая месяца, уезжал на командировку на север. Целое лето. Почти основную жизнь он посвятил к науке, а семье, и тем все равно он семье отдавал то, что мы, дети, хотели, переучал ко всему, по спорту, по искусству, все. Он все дал нам, детям. А он очень любил природу, охотиться, очень много хобби. Он очень любил волейбол по спорту. За ягоды мы ходили с семьей. Девочек брали и собрали зимний запас ягод. Папа любил петь. Когда он на аккордеоне играл, я с ними тоже пела. Он очень любил, чтобы я обязательно пела, а он мне говорит: ты же на общий хор поешь, ты со мной должен тоже петь. Он всегда так настраивал. Петр Алексеевич по работе езжал на выставку, которую возил экспонаты во Франции, Японии. Я к нему приезжала, когда он работал
во Франции 3 месяца уезжал. Я с собой брала маленькую Лизу. А потом, когда Экспо в 2005 году, я тоже съездила в Японию, но он работал тоже так же почти 3 месяца. И так мы везде объездили. Ну, я у мамы с папой, как сказать, поздний ребенок. Я появилась на свет, когда папе было 50 лет, маме почти 40, 39. Сестра моя старше меня на 17 лет. Получается, она уже, когда я подрастала, она уже обзавелась семьей и жила уже своей семьей. И так получается, как будто я была почти как единственная, ну, маленькая самая. И мама с папой всегда со мной возились, очень опекали, баловали. Вот я занималась бальными танцами 15 лет, с 5 лет. И они всегда, соревнования у нас заканчивались в 12 ночи, в час ночи. Меня папа натаскал на руках с машины спящую, когда я уставала после трудных, после соревнований весь день. И везде, в деревню, куда там гастроли, папа всегда машину заводил. Мы все ездили всей семьей вот так вот на соревнования. Побывал на моей свадьбе и как бы выдал меня замуж. Мы с ним танцевали танец папы и дочки. Это была его мечта. Танцевали джайв. Он занимался, кстати, бальными танцами тоже, как я. И мы с ним частенько на каких-то праздниках танцевали вальс, джайв, рок-н-ролл, там, твист. Он с удовольствием знал все основы танцев. Ну, я очень рада, что он увидел моих детей, принял участие, побаловал их, потаскал на ручках моих маленьких детишек. Дедушка очень любил меня баловать, покупал мне все, что я хочу. Мы вообще с ним гуляли много на свежем воздухе. Там мы ловили бабочек, любили ловить бабочек. У нас на балконе была целая оранжерея бабочек, и когда туда случайно залетела одна бабочка, дедушка мне говорил о том, вот об этом, с таким восторгом, будто бы там что-то прямо очень произошло, а я не понимала. Он был очень веселым, добрым человеком, хоть и был таким занятым. Я тогда не понимала этого, то что он был очень занятым человеком, он всегда со мной проводил время. В Дамском историко-этнографическом музее имени Петра Сивцева имеется постоянная экспозиция, посвященная Петру Алексеевичу Лазареву. Этому событию предшествовала выставка музея по следам мамонта с участием семьи Петра Алексеевича. Имя видного ученого-палеонтолога Петра Алексеевича Лазарева носит музей мамонта. Там же установлены бюст ученого и мемориальная доска. Петр Алексеевич Лазарев – автор более 100 научных трудов, в том числе около 20 монографий. Светлый образ, имя нашего земляка и его труды будут увековечиваться. Работа будет продолжена.